В общем, будем заниматься, друзья, заменой червей и все такое. Так, друзья, здесь вроде бы натяжка. Не знаю, что-то есть типа ерша. Да, так есть ерш. Он какой здоровый. Ершище. Ерш зашевелился. Кстати, сейчас должен скоро зашевелиться и налим. Как бы это уже последний лед. Так что можно ждать от этого проказника все что угодно. Ой-ой-ой, укололся. Так, пока здесь побудь. На обратном пути тебя возьмем. Вот дождя-то нам еще и не хватало до полного счастья. Кстати, у меня заканчиваются черви. Это все последние запасы. Не знаю, Иван Григорьевич завтра привезет, не привезет, накопает, не накопает он сегодня. Покупать он их точно не будет. Говорит, я на своем картофельном огороде накопаю. Что, друзья, проверили весь ряд наших удочек. Результат нулевой. Ну, не считая там ершей, штук 5-6, наверное, ершей повесилось. Раньше было 5-6 рыб. Ждали лучшего результата. Потом 3-4. Думаем, сейчас будет лучше. Потом 2-3, 1-2, 0-1. И вот она. Дождались, нулевая проверка. Один сик болтался вчерашний, и тот удочку утащил. Дошли вот до последнего продольника. Ну, если здесь нету, то полный ноль на этом ряду. Но здесь он редко, когда был пустой. Один раз, наверное, всего. Всегда что-нибудь да давало мне. Посмотрим, что даст на этот раз. Мусор идет. Мусор идет. Кормушка идет. Так, ну ерш есть, это однозначно. Что-то дергается. Может быть даже жиган. Нет, ерш. Ерш раз. Ерш два. Два ерша. Вот и все. Ершовое царство. Налим пока еще не появился. Так бы он этих ершей покоцал. Ну вот и все. Остались одни палки. Если на палках пусто, то вообще будет грустно. Ох-ок-ок, да ок-ок-ок. Так. Мне кажется, что сезон закончился, не успел начаться. Я буквально не могу уже пройти к своим продольникам, своим удочкам. Все нафиг валится. Вон, верхний слой льда уже не держит. А вот где желтые, там, возможно, уже лед тонкий. Вон. Буранка уже не выдерживает, вон. Вот эти продольники уже надо поднимать. Потому что вон, к ним уже завтра будет не подойти. К ним уже и сегодня опасно как бы подходить. Лед-то хоть есть там. Немного еще льда есть. Но это все фигня. По сравнению с мировой революцией. И этот продольник, ой, поднимаю. Вот здесь будет километр рыбы. Сматываю, вот сразу сматываю. Не знаю, попробую переставить куда-то на правый берег, если смогу пройти туда. Сегодня-то я еще смогу. А вот завтра это уже вопрос.
ёрш. Второй. Третий. Там четвертый, видать. И пятый. Да нахер надо. Это ершовое царство. Гирлянда ершей. Из-за них рисковать. Что-то мне такая рыбалка уже не нравится. Ок. Так, ну что, приступаем к проверке палок. Вон. Наши ломки уже как выросли. Что-то типа натяжки, что ли? Ну да. Ерши. Ёрш 1, ёрш 2, ёрш 3, ёрш 4. Ну какая может быть рыба, если на каждом крючке по ершу, блин? Вот ответьте мне. Тут надо проверять часто-часто, если хочешь рыбу поймать. Ёрш шевельнулся. Ход рыбы пошел, ход ерша. Значит, скоро и пойдет вся другая рыба. Только не для меня. Мне уже, походу, надо будет валить отсюда. Чем-то мне этот лед уже смущает. Вот он, тонюсенький уже. Где верхний лед еще держит, не страшно. А где вот верхний проваливается, на нижний лед уже надежды мало. Ой, ладно, не будем думать о плохом. Так, вторая палка. Никто окушков не ест. И здесь ерши. 1, 2. Здесь 2 ёршика. И здесь ерши. Ёрш 1, ёрш 2, ёрш 3, ёрш 4. Пипец. Ну откуда рыбе? Они если сразу нахапали, рыба-то ерша не ест, а червя-то нет уже. Вот зимой хрен где поймаешь этого ерша на первый лед, чтобы налима ловить, когда налим есть. А сейчас развелись, блин, знают, видать, что налима нет. Гуляют себе спокойно, вольготно. Куда хочу, туда плыву, блин. Колючие сопляки, блин. Ладно. Ёрш соленый тоже вкусный. Весенний он с икрой. С кишками главное солить его. И такая вкусняшка. Есть у меня ролик, где я показываю, как я солю ершей. Здесь вот в правом верхнем углу сейчас выскочит ссылочка. Кто желает, можете посмотреть. Соленый ерш. Да с пенным напитком. Тема еще та. Да ёшкин кот. Откуда вы беретесь? Я вчера такого отпустил. Иду покрупнее что-то, блин. Ладно, попробуем я вот так вот. Эх.
Ну попробуем. Не знаю, выживешь, не выживешь. Иди гуляй. Дай бог, чтоб ты выжил. Мелочь пузатая, блин. А где крупный налим? Одна мелочь, блин. Он на какой здоровенный крючок, блин. И все, дальше пусто. Ёршики и здесь. Гирлянда. Здесь 3. Главное, на некоторых продольниках ни одного ерша, а на некоторых целая гирлянда. Видать, тоже как-то стайкой плывут. О, Господи, на печоры страшно смотреть уже. Вся черная. Ой-ой. Ну вот и последняя палка. Крайняя палка. Потому что она с краю. И потому что она крайняя на сегодня. Ну, если здесь никого нет, а здесь никого нет. Здесь все запутано. Что-то было. И что-то уплыло. Ну и ладно. Не будем материться, хотя уже иногда хочется. Так. Ну и что же мы имеем? А мы имеем сегодня по проверке полный 0, не считая ершей. Ерши где-то штук 20, наверное, не меньше, может даже больше. Еще что мы имеем? Мы имеем прогнивший лед полностью. Вот эти темные пятна. Судя по тому, как черви, насадка уходит вниз, как бы не глубоко, основной лед получается сантиметров 25-30, не больше. Это нижний лед. Местами и того нету, местами 20. Очень это. Между первым и вторым каша. А верхний лед, его уже нельзя назвать льдом. Где-то вот здесь по буранке вдоль палок, еще где натоптано более-менее, чуть в сторону уходишь, он проваливается до первого льда. А первый лед не факт то, что он везде есть. Вот эти темные пятна, которые мы видим, там. Это, друзья, капканы. Но если мы насадили уже, рискнем, оставим еще их на день. И все. А завтра уже надо будет поднимать. Если приедет Иван Григорьевич, поедем куда-то на озера, то есть отвезу его, сам попробую как-то экстренно эвакуировать, поднимать эти палки. Вот так вот, друзья, ждешь, надеешься, что будет весенняя рыбалка, будет весенний клев. Готовишься, едешь сюда. А погода раз. И за 2 недели просто из зимы, морозной зимы минус 40 градусов, сделала раз и все, лето. Весь лед растаял. И все думали, что будет запоздалая весна, тепло на месяц опаздывало. И тут бац, за 2 недели все догнало. Плюс 10 градусов с ветром, с дождем, с солнцем. Ну куда это годится? Весь лед съело так быстро. Рисковать из-за этих сопливых. Да и хоть и семга была, попадалась бы, и то рисковать. Это уже я рискую, по идее. Сейчас надо вот поднимать, мне уже было. И делать ноги. Ладно, друзья, оставим до завтра. Потому что если я сейчас начну поднимать, уже стемнеет. Время уже около 7 часов вечера. Завтра с утреца приду и сразу начну поднимать. Дай бог, чтобы был хотя бы морозец небольшой ночью, чтобы этот верхний слой льда, чтобы держал.
тогда все будет нормально. Если будет ночью тепло, я не знаю, друзья, как я буду поднимать. Каждый год такая хрень, блин. Ладно, друзья, не будем о печальном. Дай бог, что все получилось. Все, насаживаем, распутываем, насаживаем последний продольник и валим. Так, ну все, вроде все забрали. Остались доски, удочки, продольники, крючки. Выдвигаемся в обратную дорогу. Дай бог добраться до лодки. Если вы думаете, что мне не страшно, ошибаетесь, мне очень страшно. Вы подумаете, кто ж тебя сюда гонит? Да никто не гонит. Я просто не ожидал, что так получится, что так быстро потеплеет. Вон, все почернело. Я где пришел-то? Я не помню, где пришел. Ну, не там точно. Наверное, здесь. Да, здесь. Здесь я пришел. Так, неправильно. Так вот. Палку посередине, в случае, если что, провалится хоть что, чтобы держаться за палку. Блин, кажется, недавно здесь еще был первый лед. Только-только начиналась зима. И вот тебе на тебе, уже он последний. Особенно вроде бы всю зиму держались морозы. Минус 30, минус 40. И так быстро растаял снег за 2 недели. Растаял лед. Никто этого, конечно, не ожидал. Фух. Завтра 100%, если все получится, надо будет поднять продольники. И если что, вот порыбачить только на этом пятачке, пока он не растает. Поставить удочки. Сейчас в речку должен заходить Сикхариус. Я так думаю, поклевки будут. Иван Григорьевич, если сюда приедет, я его сюда и посажу. Пусть здесь сидит, рыбачит. А сам пойду поднимать продольники. Все закончилось, так и не начавшись. Вот оно все открывается с каждой минутой. Лед становится все тоньше. Вода прибывает. Глубина растет. Вот она, моя лодочка. На этот раз нам повезло. Мы добрались до нашей лодки. Слава тебе, Господи. Сейчас загружаемся и переплываем до темноты, а потом там уже почищу рыбу. Здесь я ее чистить точно сейчас не буду. Обалдеть.
Как-то вот так. Бывает и такая рыбалка, друзья. Не всегда комфортно, благоприятно, продуктивно. Бывает и риск. И главное, из-за чего? Из-за сопливых ёршиков. Ну, ладно. Вон пятачок. Дня два он еще постоит. И вот здесь, на этом пятачке, мы будем рыбачить. Сколько успеем, столько и порыбачим. Здесь по-любому рыба должна быть. Подумав, все-таки решил рыбу почистить здесь. Во-первых, здесь удобнее. Лодка здесь фонариком, если что, перебраться на тот берег несложно. А здесь сейчас проверю заодно толщину льда и проверю глубину удочкой. То есть посмотрим на завтра фронт работы. Так. Двадцать, 40, 45 сантиметров. Почти полметра, так что мы еще немного порыбачим. А вот там, где я прохожу, что-то я сомневаюсь, что там глубина такая льда. Так. А тут мелко, друзья. Что-то я не понял. Тут вообще глубины-то нет, вон. Нет глубины, это еще не значит, что нет здесь рыбы. Ну да, вон. 20-40. Подо льдом буквально 10-15 сантиметров. Тем более порыбачим. Вода сейчас прибывает, лед поднимет. И будет все шикарно. Сейчас, короче, почищу рыбу и потом уже засолю и потом уже переедем. Итак, друзья, больше всего в жизни я не люблю чистить рыбу. Час ушел, наверное, даже больше. По-любому больше. Сейчас уже время, сейчас скажу вам сколько. Восемь часов, без 4-8. Не помню, во сколько. Ну, грубо говоря, час, да. Это чтобы почистить вот столечко, немного рыбы. Засолил здесь крупных окуней, белую рыбу, щуку здесь засолил. Сюда ершей и мелких окушков. Все, теперь рыба не испортится. С чистой совестью можно ехать в избу. Фу! Как у Валентины это все так быстро получается. Она бы с этим справилась, пока я разделся бы и руки помыл, она бы уже все почистила. Ладно, что теперь? Валентина здесь нет, придется самому все. Так, осталось дело за малым. Перебраться на тот берег, который вот в 10 метрах.
перегрузиться на буксировщик. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Ёшкин кот. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Так, ну что, поехали. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой. Слон там по питерской, питерской. Пронесся над землей. Так. Ух ты, какое течение. Стоять. Назад. Полы-то какие хорошие. Лодки. Так. Да не вовремя-то. Я перезвоню. Не вовремя. Так. Опа! Блин. Я же говорю, не вовремя. Ну чё? Опа! Мы здесь. Мы здесь. Теперь осталось поднять нашу лодочку. О, здесь лед треснул уже. Завтра он может уйти. Опа. И раз. И раз. Шаг вперед. Два назад. И раз. И два. Не хочет. Захочет. Буксировщик заведу, блин, будешь знать. Фу. Ну все. Сейчас за кусты привяжу. Никуда не уплывет. Фу. Ах, какая же нелегкая работа. Вон трещина. Завтра, возможно, этот пласт уже уйдет туда. Фу. Ну, ничего страшного. Лодка у нас никуда не уйдет. Потому что я ее
Привяжу вот к этим кустам. Вот так вот. Никуда не денешься. Никуда не денешься. Никуда. Все, осталось дело за малым. Перекидать вещи на буксировщик и до избы. Так, это все оставляем здесь. Что туда-сюда возить? Снегом закидывать, все сырое. Взял только рыбу и запчасти. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный самый. Скоро и здесь везде вода будет. Пару деньков и все. Придется на лодке туда ехать. Вверх по течению. Приехали. О, приехали с Божьей помощью. Да. Богатыри Невы. Такая им досталась доля. Многие не вернулись с поля. И если бы не Божья воля, не отдали бы Москвы. Да, с такими темпами у нас ведра медленно будут расти. Улов ведра. Одно радует. Меньше рыбы надо чистить. Вот и все. Ну вот и все. Мы расстаемся навсегда. Моя любовь. Мои беды. Что, избушечка? А вот и я.
А вот я наконец-то пришел. Да будет свет, сказал монтер. И на полу разжег костер. Так. Червячки за завтра не сдохнут, надеюсь. Куда бы вас положить-то? Везде он будет жарко по-любому. Вот сюда вот поставлю. И я парашют вот сюда. Напомните завтра, если что. Вот мы и в избе. Осталось совсем немножко приготовить ужин. И 100 грамм мы сегодня заслужили. Больше суток уже не было капельки во рту. Вот и не клюет.